Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Сегодня мы вас познакомим с солисткой танцевальной группы и преподавателем детской вокально-хореографической студии нашего ансамбля Сэмбель Хаметовой. Сэмбель, каково быть продолжателем творческой династии и ребенком известных родителей? Конечно же, в первую очередь это большая ответственность. С меня, по моему мнению, с меня больше причитается, так сказать. Я считаю то, что все равно на меня смотрят по-другому. От меня и ожидают большего, так как у меня родители известные люди в культурной сфере. Ну, я пытаюсь, я стараюсь, я добиваюсь своих целей, и я также мечтаю, наверное, быть такими же, как мои родители. Я ими очень сильно горжусь. А кто повлиял на твой выбор профессии? И рассматривала ли ты другие варианты? Конечно же, с детства мы с сестрой, точнее, нас с сестрой отдали на танцы. У нас особо не было выбора. Сначала я ходила на художественную гимнастику 4 года. Затем родители уже решили, наверное, профессионально отдать меня в хореографию. И где-то в 2008 или 2009 году, не помню точно, я поступила в Казанское хореографическое училище на факультет классического танца. Там я проучилась 3,5 года и перевелась уже на народное отделение. И с 2015 года я уже являюсь артисткой государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». Поэтому я считаю то, что, наверное, все-таки родители меня подтолкнули к этому. Конечно, у меня в мыслях было бросить танцы. Я не очень хотела приходить именно в наш ансамбль, так как мне было всего 15 лет, и я боялась о том, что а как же на меня люди будут смотреть, что будут обо мне говорить, тем более у меня такие родители, я такая маленькая, я еще была такая большая, я так этого стеснялась, я прям плакала, я говорила родителям: нет, я не хочу, не пойду. Мама говорит: успокойся, подумай, это хорошая работа, это твоя будущая жизнь. И как бы я такая: хорошо, я согласна. И вот я уже работаю 8-й год, Аллаха шикр. Получается, уже с 15 лет. С 15 лет официально, да, я работаю в ансамбле. Круто. А поделись примечательными моментами из своего детства. На самом деле, скорее всего, не было у меня примечательных моментов, так как мы все детство жили с бабушками, потому что родители по несколько месяцев были на гастролях. И мы учились так же, как все. Мы не видели родителей, мы их видели только, когда они возвращались с гастролей, привозили нам подарки, мы были этому очень рады.
Тяжело ли работать в детской студии и строгий ли ты преподаватель? На самом деле, когда я только пришла на работу в студию детскую, у меня был первый урок, и я вообще до этого с детьми не занималась, танцы не преподавала, и я так боялась, у меня был такой стресс. Я прихожу, отвожу занятия, и в конце урока потом уже родители там через маму мою, через отца говорят о том, что ой, какой хороший педагог, она такая добрая. Дети ее очень сильно полюбили, очень хотим прийти на второе занятие. Я радостная, окрыленная, воодушевленная. Прихожу на второй урок, уже понимаю, что нужно что-то делать. Детей нужно готовить, как раз у нас там конкурсы. Я детей записала на конкурсы. И в итоге я понимаю то, что дети меня не слушаются, я начинаю нервничать, а я, так сказать, очень импульсивная, мне кажется, в папу. И я, конечно, нет-нет, бывает, на детей кричу. Но так, то есть я не перехожу грань какую-то определенную, я детей там не бью, не толкаюсь, но могу крикнуть, и только так они меня понимают. Сейчас уже спустя больше полугода дети понимают уже меня с полувзгляда. Я на них вот так посмотрю, они такие, все, мы поняли. Вот так вот. А если будешь мягкой, вообще же не будут слушаться? Если буду мягкой, мне кажется, они просто свои ноги мне свесят вот на плечи, и все. С детьми, особенно в танцах, должна быть дисциплина. Меня учили мои родители, то, что раньше же они преподавали в студии нашей детской, а сейчас, так как это перешло на меня, так сказать, мне папа говорил всегда, будь жестко с детьми, но аккуратный. И вот это я запомнила на всю жизнь. Сколько детей у тебя в студии? Сейчас у нас был на днях новый набор детей. Сейчас уже, наверное, нас более 50 человек. Сэмбэль, какой твой любимый танец в ансамбле? У меня в ансамбле не один любимый танец. Мне очень нравится танец минзаля, мне очень нравится танец гармонь, и мне очень нравится танец 5 пар. А какой танец бы ты хотела исполнить, который ты еще не исполняла? Единственный танец, который я еще, наверное, не исполняла в нашем коллективе, это танец эпипе. Это танец, так сказать, из поколения в поколение. Этот танец танцевала моя бабушка, моя мама, и Алла Берса, я надеюсь, что этот танец буду танцевать я. Ты уже начала репетировать? Я уже начала учить. Тогда ждем новый танец. Пришлось ли тебе освоить дополнительную профессию для работы в нашем коллективе? Не то чтобы специально, но я обучалась макияжу в 2013 году. Я даже немного подрабатывала на этом, но скажу, что да, мне это очень помогло как в жизни научиться краситься, так и на работе. И также я помогаю и иногда подсказываю нашим девочкам или наших мальчиков крашу, как правильнее себя показать или выразить благодаря макияжу. Какие плюсы и минусы работы в нашем ансамбле? Мне кажется, плюсов достаточно много. Это то, что мы видим мир, мы бываем в разных странах. Также мы знакомимся с новыми творческими коллективами. Мы много развиваемся, так как мы видим мир, еще раз повторюсь. А из минусов это, наверное, то, что наши родные и близкие далеко от нас. Мы редко их видим, так как гастролей у нас очень много. Вот это, я считаю, единственный минус в нашем коллективе. А так у нас очень веселые гастроли всегда проходят.
очень интересные, очень насыщенные даже, так скажу. Вот. А какие у тебя были самые долгие гастроли по длительности? Наверное, не соврать, недели 3, а может и 2 недели. Это самые долгие, вот сколько я работаю в коллективе, это 2 недели самые долгие. Это, по-моему, у нас был тур в 2016-15 году. Мы на 2,5 недели уехали гастролями по Республике Башкортостан. И вот у меня еще тогда сестра работала администратором в нашем коллективе, и мы всегда были с ней вместе. Она, как моя такая старшая сестра, меня всегда защищала, в обиду не давала никому. Вот, это, наверное, самые долгие гастроли были. А какие у тебя планы на будущее? Планы на будущее, наверное, я хочу достичь того же, чего достигли мои родители, потому что меня это мотивирует, и я этого хочу действительно. Я хочу получить звание, так же, как и заслуженные народные артистки. Я хочу развиваться, я хочу участвовать в разных конкурсах. Вот скажу то, что сейчас на данный момент я тоже готовлюсь к конкурсу одному. В дальнейшем собирать портфолио и уже алла верса подавать на звание документы. Удачи, успехов тебе. А ты еще хочешь успеть попробовать себя в другой профессии? Я думаю, то, что все равно нужно, точнее не нужно, а то, что я, наверное, пойду учиться еще на одну профессию, пока не знаю на какую, но потому что в любом случае это пригодится в дальнейшем, так как я пришла в 15 лет в ансамбль, а стаж у нас 25 лет. Я думаю, я буду молодой еще и буду на пенсии, и то, что мне нужно будет как бы заниматься тоже чем-то помимо танцев. И вот сейчас я буду думать над этим. Ну, скорее всего, наверное, я буду заниматься студией, потому что я очень люблю заниматься детьми. И также, наверное, как мама с папой, что-то там придумывать новое, какие-нибудь концерты делать, вот как отец. Одно время я думала пойти учиться на режиссера в ГИТИС, чтобы так же, как и папа, в дальнейшем быть режиссером театрализованных представлений и праздников. Алла берса, мы не знаем, что случится завтра. Может, у меня сегодня так, я думаю, завтра по-другому. Мне приспичит подумать. Поэтому не знаю. Пока планы такие грандиозные. Пока хочу, пытаюсь сделать. Алла берса, все еще у тебя впереди. Тебе всего 23 года. Желаем тебе успехов, достичь всех своих целей. До свидания. До Спасибо свидания. за интервью. Спасибо.